Сенмесе Дуслар. Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу, и здесь мы изучаем татарский язык. В сегодняшнем нашем видеоролике рассматриваем, почему татары могут быть родственниками евреям. Что если я скажу вам, как, казалось бы, два совершенно разных народа могут иметь общую колыбель в степях Поволжья? Почему в языке европейских евреев идише так много тюркских корней? И что произошло с могущественным государством, которое приняло иудаизм еще за 1000 лет до создания современного Израиля? В сегодняшнем видеоролике разбираем загадку хазарского каганата и найдем схожести между татарами и евреями. Итак, хазарский каганат – это было мощнейшее тюркское государство, и он тянулся вдоль Поволжья до границ современной Украины. Хазары были кочевниками, тюрками и настоящими воинами степей. Далее, в 8 веке, происходит что-то совершенно удивительное, и вся верхушка каганата принимает иудаизм. Далее, под ударами Древней Руси и печенегов, каганат пал, но люди не исчезли. Миграционный поток двинулся через Булгарию, а как известно, это и есть территория современного Татарстана, и далее на запад, в сторону Европы. Артур Кёслер в своей книге «13 колено» выдвигает очень смелую теорию о том, что как раз-таки тюрки-иудеи и были основой ашкеназских евреев. Они смешивались с местными племенами, но не утеряли в своем языке и своей культуре эхо степей. Давайте сейчас обратим внимание на лингвистическую и лексическую составляющую. И действительно, ученые-лингвисты находят большое количество тюркизмов в языке идиш. Давайте и мы разберем эти схожести. В татарском языке слово «папа» звучит как «эти» или «ата», а вот на идише люди скажут «тате». Во-вторых, используемое в тюркских языках слово «ягмурлук» в идише звучит как «ярмолке». И значение обоих этих слов – это капюшон или дождевик, который в дальнейшем стало полноценным головным убором. В русском языке мы используем слово «лапша», а вот на идише люди использовали слово «лакшин». Конечно, мы понимаем, что в татарском языке и в татарской культуре мы скажем слово «токмащ», все знают этот суп, но сейчас мы обращаем немножко внимания на то, что происходило ранее. В-четвертых, слово «беспорядок» в тюркском языке часто звучит как «балаган». Это означает временное место жительства, где, возможно, были какие-то небольшие беспорядки. И вот на идише слово «балаган» также используется. Также слово «сумка» или «торба», которое известно многим тюркоязычным народам, на идише также популярно применяется. В татарском языке слово «мама» звучит как «эни», «она», «эней», а вот на идише люди используют слово «маме». Тут также присутствует общая созвучность. И эти слова действительно похожи, и это не просто какая-то случайность, а именно результат многолетнего проживания в одной среде. Сейчас предлагаю обратить внимание на культуру и посмотреть, чем татарская семья схожа с еврейской семьей. Во-первых, это, конечно, культ теста. Татары всегда готовили много и вкусно. Давайте вспомним эшпочмаки, перемечи, кастыбые. Что же происходит и у евреев? Это блюда хале, маца и хаменташ, которые также обязательно изготавливаются из теста. Во-вторых, это общее звучание музыки. Если вы послушаете еврейский клизмер и старинные татарские песни, вы уловите эту общую степную грусть, скрипку и совершенно схожие ритмы и мотивы. Далее, в-третьих, это культура обучения. Детей в татарских семьях
всегда приучали читать китаб, то есть книгу, с самого детства. Что же и у евреев обучение всегда находится в центре внимания. Дети учатся читать Тору и стараются образовываться. Интересный момент касается и внешности. Что у татар, что у евреев – это светлая кожа, темные волосы и специфический разрез глаз. Именно поэтому некоторые люди путают татар и евреев. И это опять-таки интересные генетические проявления, что как раз-таки показывает смешение Европы и Азии в те времена. Генетические исследования показывают самые сложные результаты, но культурный код обмануть невозможно. И действительно, мы видим большое количество схожеств в музыке, еде, культуре и, конечно, общей истории Поволжья. И это не просто гипотеза, а самый настоящий мост между двумя народами. Конечно, друзья, часто мы видим этот мир и делим людей на свой и чужой. Но история хазарского каганата показывает, что корни могут переплетаться самым необычным образом. Поэтому, возможно, в крови каждого ашкенази течет кровь степных батыров, а территория Татарстана хранит в себе разгадки к иудаизму. А что думаете вы? Напишите ваше мнение в комментариях. Как обычно напоминаю, для всех начинающих изучать татарский язык доступен к приобретению мой видеокурс «Татарский язык с нуля», также запись на индивидуальные, парные и групповые уроки, а также приглашаю всех в наш воскресный языковой клуб, где мы говорим по-татарски на самые разные темы. Вся информация в описании. Парзда Умышлар. Всем удачи!